Один из самых крупных агропромышленных комплексов Северной Осетии. Здесь занимаются разведением крупного рогатого скота и производством молочной продукции. Познакомиться с предприятием сегодня в рамках рабочего визита приехал министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Чиновнику докладывают, что агрокомплексу нужны дополнительные земли. Нам уже скот девать некуда. Вот такие евротенты строим. Почему вам это не помогает республика? Нет, республика Землю не выделяет помогает. дополнительно, чтобы где ставить новые. Вот земля нам нужна. Нам нужны пашни, больше ничего. Внешэкономбанк ждет только этого. Уже сейчас крупнорогатый скот негде держать. Срочно нужны земли для строительства еще одного комплекса. Бизнес-план для этого уже готов. Кредит одобрили во Внешэкономбанке. Министр пообещал найти земли, где планируется разводить более 3000 голов. Нету пашни. А причем сырые пашни? То есть это же Только кормовая база? Кормовая база. У нас сейчас столько кормов, сколько мы можем накормить свое поголовье. А сколько Одна нужно дойная еще? корова, Сколько нужно 1 еще? гектар. Сколько гектар? Ну хотя бы 1000. 1500 вообще ВЭП заявил, но на 1000 они согласны. И мы начинаем новый завод и В общем, новый... я задачу свою понял. За эти 2 дня найти вам 1000 гектар. Спасибо. Не, ну серьезно говорю. Затем министр посетил фарм ДВС. Предприятие занимается производством термостойкой пленки и мебели для школ и детских садов. Завод работает всего 2 недели и уже запустили 2 линии, где трудятся 300 человек. В ноябре этого года предприятие начнет работать на полную мощность. Число рабочих мест возрастет до 700. Лев Кузнецов сказал, что сегодня государство может выступить хорошим заказчиком. Но все-таки будьте, вот вы инвестор, будьте понастойчивее, знайте свои права и пользуйтесь ими. Мы все для того, чтобы вам помогать, особенно сегодня. Российский производитель сегодня, особенно по программам импортозамещения, по созданию рабочих мест, это и есть наш приоритет. Особенно такие высокие технологии. Министр осмотрел и другие крупные производственные объекты, в их числе заводы «Электроцинк», «Рокос» и «Победит». Завтра Лев Кузнецов посетит и медицинские учреждения республики. Итоги рабочего визита подведут на расширенном заседании в правительстве Северной Осетии. Елена Черенкова, Ацам Маскочиев, Осетия ТВ.